Аминистрцәа реилазаара аилатәараҿы изхәаԥшыз азҵаарақәа рхыԥхьаӡараҿы иҟан адемографиаҿы иара ҩнызқь ҩажәиак шықәсазтәи апрограмма атекст аиҭакрақәа ралагалара. Аԥсны асоциалтә еиқәыршәареи адемографиатә политикеи рминистр Руслан Аџьба уи апрограмма хықәкыс иамоу дазааҭгылеит. Иагьазгәеиҭеит ҩажәихәба ҭаацәара рцынхәрас ҩажәи жәеиза ацхыраара шроуа. Выплачивается 100 тысяч рублей на рождение третьего и последующего ребенка абхазской национальности за счет средств фонда репатриации. Ответственным органом является Министерство соцобеспечения, исполнительными органами является Министерство соцобеспечения и Государственный комитет по репатриации. Почему вносятся следующие изменения? В течение 2021 года к нам обратились граждане с заявлением с нарушением срока подачи заявления. То есть по истечению 6 месяцев после рождения ребенка. Комиссия рассмотрела данные заявления, у всех есть уважительные причины, это связано с пандемией, с лечением детей, и потому принято решение одобрить данные заявления и изыскать возможности оказания такой помощи. Апыза-министр Александр Анкваба программа зҿлымҳараҭатәуп ҳәа азгәеиҭеит. Кто не успел, кто не знал, что эта программа существует, также незамедлительно надо отреагировать. В обязательном порядке. Аминистрцәа реилазаара аекономика министрра Аԥсны аҳаирцәа ҳәақәа захьӡу аҳәынҭқарратә унитартә наплакы ҳаԥнаҵарц иақәшаҳаҭхеит. Мы очень активно работаем с Министерством транспорта Российской Федерации и с Росавиацией о возобновлении авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Очень сложный проект, достаточно тяжело двигается, но тем не менее работа в этом направлении ведется. И в целях реализации тех мероприятий, которые предусмотрены, значит, нам необходимо иметь национальную авиакомпанию, которая будет, соответственно, участвовать в этом процессе с российской стороной в переговорах и реализации конкретных вопросов. Аԥыза-министр Александр Анкваб иазгәеиҭеит акыр ишыхадоу уи иадыԥхьалахо специалистцәа разыҟаҵара азҵаара азхьаԥшра. Это непростая работа, но работа очень важная для перспективы. За этим многое стоит. И тут же вопрос кадров, Кристина Константиновна. На последней встрече, значит, в Минтрансе очень активно обсуждался данный вопрос. Нам коллеги предоставили список учреждений, которые могут быть интересны, значит, нашим специалистам. Сейчас от нас ждут повторное обращение. Мы в августе обращались с данным вопросом, но было немножечко поздно. Мы сейчас формируем соответствующий запрос на подготовку специалистов, переобучение тех специалистов, которые у нас сегодня есть. И также еще была просьба, чтобы мы по линии Министерства образования тоже запрос направили. Мы сейчас формируем все эти документы, и надеемся, что к новому учебному году у нас, в принципе, будет подготовлена. Это необыкновенно важная работа. Аилатәараҿы ҳтәыла эпидемиологиатә ҭагылазаашьа иазааҭгылеит Аԥсны агәабзиарахьчара аминистр Эдуард Бытба иазгәеиҭеит уи шыуадаҩу. По всем районам у нас загружены лечебные учреждения. На данный момент, на сегодняшний день, 193 пациента находятся в ковидных наших больницах. Ситуация сложная, особенно были по районам вспышки. В Ачимчирском, Варшавском районе я докладывал, ситуация была сложная на протяжении целой недели. Алаҵаҟаҵара акәзар уи ԥсыҽны имҩаԥысуеит ҳтәыла ауааԥсыра ишахәҭоу еиԥш уи азнеиӡом ҳәа азгәеиҭеит Эдуард Бытба. Темпы вакцинации не особо сильные. Вакцина «Спутник Лайт» уже заказана в количестве 1500 доз для ревакцинации, но наши граждане неохотно вакцинируются. Попросил бы еще раз обратиться, мы уже и к главам районов обратились, чтобы с главами сел пообщались для того, чтобы мы могли доставить вакцину в ФАПы или непосредственно организовать там по возможности с участием администрации сел, доставить граждан на места ЦРБ, куда мы подвезем вакцину. Потому что если мы подвезем вакцину, а они не подъедут туда, вакцина будет утилизирована. Поэтому попросил бы на этом вопросе тоже сакцентировать внимание с главами. Предстоящие новогодние праздники и каникулы новогодние, они все это дело оттягивают. Вакцина имеет определенный срок хранения. Поэтому мы должны учитывать и эти позиции тоже. Аԥыза-министр аусбарҭақәа рхаҭарнакцәа иреиҳәеит ашықәс ҿыц иазку аныҳәатәус мҩаԥгатәқәа мап рцәыркырц. Новогодние праздники, корпоративы, которые предстоят, и после этого у нас будет очередная вспышка
люди болеют семьями. Что касается корпоративов, да, то, что вы сказали. Еще раз напоминаю членам правительства, передайте всем руководителям отсутствующих министерств, ведомств, госпредприятий никаких корпоративов. Категорически запрещено. Руководители, которые проведут эти корпоративы, будут сняты с работы. Не до корпоративов. Иара убас аилатәараҿы ирыхәаԥшны ирыдыркылеит ҩ-нызқьи ҩажәибатәи ашықәсазы еиуеиԥшым аусбарҭақәа рныҟәгаразы шаҟа ԥара зоужьтәуи аусзуҩцәа рхыԥхьаӡареи ирызкыз азҵаарақәа, уи инаҷыданы иҟан адгьыл категориак аҟынтәи даҽа категориак ахьааиагара уҳәа ирызкыз азҵаарақәагьы. Амра Зарандиаԥҳа, Алықьса Баструков, Рамо Камкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.